Size rahmet. Rahmet Sinacıgit. Hürmetli tamaşaçılar, bayağı hatabızını düzeltemiz. Bizim bir nersede boş kalmayı, her bir tişekni tutara barabız. Mene hazır indi sizin aldığınızda Kovat Şokram, özümün yaratkan uqtuşumni Rossiya Federatsiyasining ot qozongan artisti Ildar Efendi Shigapov hem do'st qizim Tatariston Respublikasining ot qozongan artistisi Alfina Ahmadjon. Ular bilan birga biz sizning bilan oq moylarga qaytib kelirmiz. Tatariston ham Boshqirdiston respublikalarining populyar jurchisi Liliya Nasirovani chaqiram. Qarshi olamiz. Liliya Nasirova.
Yürgemenin yazından min Işratman idem seni Tatlı bir emremeden Sinirken idemine Tatlı bir emremeden Sinirken idemine Ayrılığımda kuşağımdan Koylar vakitten yürgen Tatlı bir emremeden Kovat verip seniken Ayrılığımda kuşağımdan Koylar vakitten yürgen Tatlı bir emremeden Kovat verip seniken Okayınlar arasına Bezike sokulmak sağdı Görmüş yollarından ikevle Uterge hıyallandı Görmüş yollarından ikevle Uterge hıyallandı Ayrılığımda kuşağımdan Koylara gitti yirgen Tatlı bir emremeden Kovat verip seniken Ayrılığımda kuşağımdan Koylara gitti yirgen Tatlı bir emremeden Kovat verip seniken Kız yapara balgısın Yolları dipuyuysın Min yaşayalım sensizsin Yaşarsın ümitsiz Lay 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 Tatlı diye mirnerin Sunsa da yine de kupten Senin nazdan başka nazlar Gerek mi mağduten Senin nazdan başka nazlar Gerek mi mağduten Ayrılığımda kuşağımdan Koylara gitten yirgen Tatlı bir emremeden Kovat verip seniken Ayrılığımda kuşağımdan Koylara gitten yirgen Tatlı bir emremeden Kovat verip seniken Tatlı bir emremeden Kovat verip seniken Лилия Насырова! Бик зур рәхмәт сиңа җырларың өчен. Һәм шулай ук Мәскәү бүлегендә җырлаган барлык артистларга көчле алкышларыбызны бүләк итик әле, дуслар. А наш самотуй продолжается, и как принято на таком большом празднике обычно делают итоги и строят планы на будущее. Дорогие друзья, уважаемые гости, мы с удовольствием приглашаем на нашу главную сцену заместителя председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации, председателя Духовного управления мусульман Москвы, муфтия Москвы Ильдар Хадрят Алаутдинова. А также мы приглашаем на сцену заместителя председателя Совета муфтиев Российской Федерации, председателя культурной национальной автономии татар города Москвы, Фарида Фарисовича Фарисова. Рахимитович Гудхедга. Ассаламу алейкум рахматуллах. Всех хотелось бы поздравить с праздником от себя лично и в первую очередь от председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации, председателя Совета муфтиев России, нашего шейха Равиль Хазрата Гайнуддина. Пожелать вам праздничного настроения, пожелать вам того, чтобы вот в этой атмосфере, которая такая интересная, многогранная, чтобы вы находили свои родственные нотки, вспоминали про свои корни и не забывали свои традиции. И важно напомнить то, что наша традиция наших народов
тюркских народов, они очень тесно перекликаются с религией. И по сути своей в этих корнях и в этих традициях, и в этих тех или иных наших каких-то особенностях в первую очередь кроется наша религия. И в самом начале был некий лозунг, очень красивый лозунг о том, что данный праздник, он поможет нам ощутить счастье. Но счастье зачастую в такого рода мероприятиях, оно бывает очень быстрым. Мы вроде бы чувствуем хорошо, весело, но очень часто это счастье быстро улетучивается. И мне, как муфтию города Москвы, хотелось бы напомнить то, что на самом деле, я это искренне абсолютно говорю, тот человек, который всю свою сознательную жизнь следует канонам, принципам своей религии, хотел бы сказать о том, что в первую очередь подлинное счастье нам дарует вера. Вера во Всевышнего, вера в вечность, осознание того, что все мы рано или поздно предстанем пред своим Создателем, и очень важно успеть заработать свою райскую вечность. И еще раз повторюсь, вот подлинное счастье, оно то, когда мы активно движемся по этой жизни, многого и многого достигаем, и те награды, которые уже были переданы или которые будут передаваться, они показывают и подчеркивают то, что человек верующий, он должен идти вперед, должен достигать высот, но не забывайте о том, что он несет определенные обязательства перед своим Создателем. И то, насколько он не только не забывает, а соблюдает эти обязательства, зависит его подлинное счастье. И хотел бы с вами поделиться то, что очень часто ко мне обращаются люди, которые очень именитые, с именитыми фамилиями, которых мы порой видим по телевизору, и восхищаемся, думаем, о, каких высот эти люди достигают. Но эти люди приходят и говорят, мы несчастные. Быть может, у нас какая-то порча, быть может, у нас чихор или то или иное. И люди не понимают то, что просто проблема в том, что люди живут так, как им хочется. И забывают о том, что есть понятие религии, есть понятие веры, в соответствии с которой нужно жить. Ислам приветствует праздники, ислам приветствует веселье, но важно, чтобы в этом веселье мы не забывали, кто мы есть на самом деле. А мы на самом деле в первую очередь мусульмане, и об этом нельзя забывать. И мы специально сейчас ставим на территории Сабантуя, хотя это довольно-таки сложно и затратно, мы ставим свой шатер. Духовное управление мусульман города Москвы. Называется он «Караван-сарай». Огромное спасибо Фарид Фарисовичу за то, что он оказывает нам поддержку в этом. И в течение всего дня проходят разные просветительские, интересные мероприятия, лекции. Много-много-много интересного. Из-за этого приглашаем вас в том числе. А он самый большой на территории этого парка, самый большой шатер, наш шатер Духовного управления мусульман города Москвы, шатер «Караван-сарай». А сейчас у нас поздравления. Фарид Фарисович, не ругайте меня сильно, если что-то не то сказал. Но в любом случае такая возможность, микрофон в руках, поделиться со своими соотечественниками некими переживаниями, я думаю, только лишь в этом есть благо. Я искренне сейчас скажу, что только что мы слышали одного из самых просвещенных людей в исламе в России. Это слова муфтия шейха Равиля Гайнуддина. Если мы не ходим в храмы, мы не можем просить у детей милосердия. Если мы вместе с ними не посещаем наши могилы предков, будьте уверены, что они не придут никогда на ваши. Если мы хотим наслаждаться настоящим, то у нас должно быть предсказуемое же будущее. Но если будущее непредсказуемо, только в одном случае, если мы не знаем своего прошлого.